женщины, сегодня у нас замечательный с вами день. День, которого мы ждем, особенно вы ждете каждый год. И он приходит ровно 8 марта. И мы сегодня решили сделать вам небольшой подарок, небольшой сюрприз от лица всего мужского коллектива нашего госпиталя, аж всех 10 человек, которые здесь есть. Но тем не менее, нас мало, но мы кто-то в тельняшках, кто-то без, кто-то еще в чем-то, да? Я очень рад, что у вас хорошее настроение. Давайте улыбнемся всем для начала. 8 марта – это замечательный день. И это день матери, и день любви, и как угодно можно сказать, и день весны, и день всего прекрасного. Это начало. Это начало всему. Не было бы женщин, не было бы мужчин, или наоборот, но все равно. Тем не менее, значит, родоначальником всего является женщина. Как бы мы ни хотели, как бы мы щеки не раздували и не вытворяли все, что угодно, все-таки женщина регулирует нас, женщина нас одевает, кормит, поет, значит, и прочее, прочее, прочее. Достоверно доказано, что на продолжительность жизни влияет вот на 100% это качество питания и влюбленность. Чем меньше жиров, белков в углеводках, и чем больше влюбленности в душе, вот именно влюбленности, состояние влюбленности, чтобы вы кому-то были нужны, вот это чувство, оно продлевает жизнь очень долго и долго. Поэтому я и желаю вам, чтобы у вас в душе все-таки растопились, у кого там что-то там примерзло, и вот как-то вот так вот все было хорошо и здорово. Мы сегодня вам подготовили небольшой концерт, и сейчас я приглашаю на сцену значит, кадеты центра «Граница» имени Героя России Сергея Горина. Значит, ребята, кадеты, которые сейчас споют, пляшут и создадут ваш уют. А потом... Мы спешим сказать вам здравствуйте, чтобы пожелать здоровья доброго. Мы спешим сказать вам здравствуйте, чтобы пожелать вам счастья нового. Мы спешим пожелать вам благости, радости, удачи, веселья. И чтобы в этом зале царило прекрасное настроение. Будьте счастливы и здоровы, ибо здоровье самое дорогое, что может пожелать один человек другому. А счастье – это покой и радость в семье, любимая работа, улыбки при встрече с друзьями. И пусть сегодняшний праздник принесет вам счастье. Mit mir und mir
Можно прожитых дней календарь ворошить и вздыхать о былых огорчениях, ненастьях. Ну, а можно с улыбкой туда заглянуть, проводить то, что было, всему срок кончаться, и без грусти светлого и свободного вздохнуть, и мечтать о заслуженном счастье. торжественный, день радости и красоты. На всей земле он дарит женщинам свои улыбки и цветы. Поздравляю вас с праздником искренне и с весною уже наступающей, с первой зеленью, с первыми листьями и дыханием весны освежающей. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. А парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются вдоль стены, пришедшие напрасно. Стоят, девчонки стоят, в сторонке платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят.
повезло девчонкам от чего-то. Они статистики назло опять придут в субботу. Придут девчонки стоять в сторонке, платочки в руках теребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ах, как жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Пока еще снегам белеет на полях, и скрыта подо льдом речная глубина, но зимние листки во всех календарях оторваны уже. В страну пришла весна. Март наступает, пусть этот день морщинки не прибавит, а старое разгладит и сотрет. Здоровье укрепит, от горести избавит, и счастье в дом надолго принесет. Пусть светлых дней не рвется нить, ни грустью, ни бедою, желаем бодрость сохранить и вечно сердце молодое. Спасибо вам за вашу доброту, за то, что даже в трудные года, не уступая в доблести мужчинам, вы оставались все-таки всегда прекраснейшей женской половиной. Будьте вечно любимы и счастливы, и всегда ослепительно женственны, так милы, так добры и участливы, как могут быть только женщины. У России поля земляничные, и зияется небо воржей. Неустанно посты пограничные охраняют ее рубежи. Служба эта, поверьте, нелегкая, и на это немало причин. Но когда на посту пограничница таит сердце суровых мужчин, эти женские лица, обаяние границы
мы. Нас встречают с улыбкой сдержанной на промежных пунктах они. Белым снегом солнца порушены, и яркое солнце палит. Выполняют свой долг пограничницы на просторах российской земли. Эти женские лица обаяние границы, вы ее красота, вы глаза и ресницы, вы защитницы наши, Лердани Наташи. У границы российской нет прекрасней лица. У границы российской нет прекрасней лица. Обаяние границы, вы ее красота, в вас нельзя не влюбиться. Вы защитницы нашей, Лены, Тани, Наташи. У границы российской этих женщин лицо, эти женские лица, обаяние границы, вы ее красота, вы глаза и ресницы, вы защитницы наши, Лердани Наташи. У границы российской нет прекрасней лица. У границы российской нет прекрасней лица. Если вы, нахмурясь, выйдете из дома, вспомните, что нынче праздничный денек, что готов поздравить вас любой знакомый, даже незнакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Солнце прямо с крыши, потоки солнечного света, у киоска ты стоишь, блестят обложками журналы, на них строго смотришь ты в журнал увидала королеву красоты, а я вновь тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. Я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц меня я и мало, и в журналах и кино, но ни одна из них не стала лучше, мило все равно. И даже сам я не заметил, как ты пошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты.
дочерях пусть живет красота молодая. Вы носили детей на руках и в сердцах. Наследство и молодость вам вы отдавали. Мама, мамочка, сколько тепла таит это магическое слово, которое называем мы самого близкого и дорогого человека. Что может быть священней на свете слова и имя матери? Человек не сделал еще шагу, он только неуверенно складывает по слогам «мама». Ни одна ода в мире не может выразить наших чувств к нашим мамам. Лучше просто подойти к ней, такой уставшей и занятой, прижаться щекой и прошептать, чтобы слышала только она. «Мамочка, как я тебя люблю, ты лучшая на свете».
околдованы, с медициной навеки повенчаны, в боль людскую, как в оковы закованы, драгоценные вы наши женщины. И веселые, и печальные, словно с дивных полотен сошедшие, путь избрали свой не случайно вы, медработники, милые женщины. Перед вами склоняем колени мы вас любим с неистовой силою, и цветами, и стихотворениями осыпаем вас, добрые, милые. Людские жизни вы храните, в год юбилейный разрешите пожелать вам, чтоб ангел вас берег, хранитель, и не давал бы унывать вам. Больших желаем вам зарплат, еще огромного терпения, чтоб белый докторский халат носили вы без сожаления. Успехов в работе, погоды приятной, любви чистой, нежной, неоднократной, волос шелковистых, зубов белоснежных, мужей состоятельных, спонсоров нежных, чулок без затяжек и соболя шубу, соседей и снизу, и сверху бесшумных, поездок на огород и на море, печенья побольше, но чтоб без калорий, машин иностранных, но руль чтобы слева, духов от Диора, цветов ежедневно, знакомств очень разных, но лучше серьезных, жилищ пятикомнатных и пятизвездных, билетов в автобусах только счастливых, друзей незанудных, подруг неревнивых, страстей изнурительных, трудностей кратких, бриллиантов не меньше, чем 40 каратов. Но, кажется, мы ничего не забыли. И напоследок хотим пожелать вам, пусть в такте вальса зазвучат капели и зазвенят все птицы только для вас. И пусть сегодня вам запомнится наш праздничный кадетский вальс. Кадеты, российская гордость, любовь и надежда. Они так же юны и стройны, как раньше, как прежде. Как прежде прекрасен их лик, благородны манеры. Они соль земли, они будущие офицеры. Кадеты не роды подростков, шагающих строем. Кадетство есть кузница наших российских героев. Кадеты, лишенные зависти, подлости, лести, впитали традиции и благородство, и чести. Вальс кадетский, вроде бы обыкновенный, вроде светский, только немного военный. Вальс вашей чести порука, дайте ж, сударыня, руку. Вас приглашает на вальс кавалер, будущий ваш офицер. Пусть с вами танцует российское наше кадетство. Кадетство не звание, а состояние сердца, которое бьется в едином слиянии природно с прекрасным, святым и великим народом. Пусть кружится вальс бесконечный от лета до лета. Пусть будут прекрасны всегда молодые кадеты. Пусть вальс развивается мощно, легко и красиво. Пусть дам приглашают молодые кадеты России. Вальс кадетский, вроде бы обыкновенный, вроде светский, только немного военный. Вальс вашей чести
на руку. Вас приглашает на вальс кавалер, будущий ваш офицер. Вальс кадетский, вроде бы обыкновенный, вроде светский, только немного военный. Вальс вашей чести порука, дайте ж, сударыня, руку. Вас приглашает на вальс кавалер, будущий ваш офицер. Пустой наш праздник не окончен, весна пришла сегодня к вам. Ведь скоро день 8 марта, и мы желаем счастья вам. Спасибо за внимание. Ну что, у нас прекрасное было выступление детского коллектива. Я думаю, всем вам понравилось, да? У нас теперь второе мероприятие. Кто-то заплакнул, кто-то, значит, почувствовал себя, вернул себя в молодость, посмотрели, какие они были. Кто-то, может быть, связано это с военной службой, с офицерством и так далее, и так далее. И если это вас задело за душу, мы очень рады. Сейчас у нас будет прекрасный человек, вы ее все прекрасно знаете. Это наша прима, скрипка, Удмуртская. Эта музыка, я бы эту мелодию я услышала в «Великолепном веке». Есть такой сериал. Я не знаю, вы, наверное, не смотрите телевизор, вам, наверное, вообще не до этого. Я так подозреваю. Я еще в промежутках между поездками еще все-таки. А вот самое интересное, что телевизор я смотрю больше в поездках. И вот потому что там заниматься нет возможности в отелях, и поэтому у меня есть возможность посмотреть днем телевизор, а вечером поработать. Меня совершенно поразил сериал. Вот этот вот про султана Сулеймана и про эту красавицу славянского происхождения Александру Лисовскую, которая впоследствии стала единственной законной женой османского султана Сулеймана и получила имя Хюррем, что означает веселая, неунывающая. Но меня больше всего поразило то, что какой красоты музыка в этом сериале, и везде играет скрипка, по-турецки кеман. И вот, вдохновившись этой мелодией, я ее дописала. Мелодия была очень короткая. И я написала романс, который сейчас, если я даже не объявляю, что он из сериала, я его объявляю просто романс.
давайте возрадуемся, давайте будем здоровы, давайте будем счастливы. Все в наших руках.